Это актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Система противодействия лесным пожарам «Сильван» является ярким примером того, как технологии и инновации могут помочь обеспечить безопасность и защиту лесов от пожаров. Это актуальная задача для Якутии и других регионов России. Гость в нашей студии сегодня Гаврил Федоров, руководитель проекта системы «Сильван» компании Smart Unit. Гаврил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом году ваша система противодействия лесным пожарам «Сильван» позволила в 2 раза увеличить скорость выявления лесных пожаров. Вот расскажите подробнее об этом проекте. В рамках проекта совместно с Министерством инноваций и оперативным штабом цифровой трансформации мы разработали в прошлом году систему противодействия лесным пожарам «Сильван». Получается, эта система определяет со спутников, спутники MODIS и VIRS, термоточки. Термоточки — это, получается, очаги пожара, где указывается картографической части системы, где появились новые термоточки. И авиалесоохрана оперативно принимает решения, то есть у них решение уже принимается в 8 раз быстрее, чем раньше, и выявляет очаг пожара. С помощью этого в прошлом году у нас сократился площадь пожара в 13 раз по республике с позапрошлым годом сравнивая, и количество пожаров почти в 2 раза. Да, все верно. Получается, в этом году тоже начали работать уже в системе. На данный момент работа идет уже хорошо у авиалесоохраны, и система показала себя с лучшей стороны, то, что теперь у специалистов есть хороший инструмент для быстрого принятия решения по каким-то уже определенным пожарам. Проще говоря, система состоит из нескольких слоев, да, то есть наложенных на карту, да, то есть там можно видеть лесные пожары, термоточки. Вот расскажите проще, как она выглядит примерно, сама программа. Карта, да, у него куча слоев, начиная с ген-карты штаба СССР до выявления термоточек. Есть погодные условия, слои, озоны, загрязнение воздуха, все это показывает в системе, куда дует ветер, слои опасных объектов по республике, слои пожарных частей, населенные пункты. Если приближается пожар около населенного пункта в буферной зоне вокруг территории 10 километров, то сразу приходит уведомление, то, что уже опасная ситуация находится. Учитываются все планы ЧС сразу в системе. А если говорить о всей России, пользуются ли в других регионах этой программой? Есть такой опыт? На данный момент в других регионах еще не запустили. Интересуются все, спрашивают, где, во всех форумах, где участвовали, все подходят, интересуются. Но, думаю, скорее всего, в этом году уже начнут какие-то запросы приходить. Потому что в Новосибирске, в Иркутске и так далее уже пожары начались. И совсем уже большие. Но думаю, что да, на Россию выйдем. А вообще, какие дальнейшие планы по развитию проекта? Дальнейшие планы. Вот смотрите, сейчас на данный момент мы делаем полностью автоматизированную систему, доходя до отчетов. Сейчас большее время у авиалесоохраны занимают это отчеты. Ежедневные отчеты, то, что нужно отправлять правительству, то, что нужно отправлять федеральным органам. Мы сейчас заканчиваем делать раздел отчетов, где будет автоматически генерить все отчеты за секунду, можно сказать, и автоматически будет отправлять уже в федеральную систему Ясень-Ф. То есть в определенное время отчет формируется и отправляет уже федералу. То есть специалист не должен будет уже заходить на электронную почту, набирать этот весь отчет, а потом отправлять им. Упрощает жизнь для работы
Ну, как минимум, специалисту. облегчит работу точно Да. специалистам, да, такие новые разделы. А вот совершенствование системы северного завоза также имеет огромное значение для нашей республики. Вот вы сейчас работаете над созданием региональной системы мониторинга за северным завозом. Вот расскажите об этом подробнее. Да, это получается у нас новый проект, информационно-аналитическая система «Северный завоз» называется. Получается, мы в прошлом году закончили базовую версию, где мы разработали часть администрирования, журнала действия, контрагенты, справочные данные все внесли. И функциональные модули — это у нас получается заявки. Заявки приходят от муниципальных образований, которые они формируют. К примеру, возьмем Устьянский улус. Получается, у них райцентр отправляет заявку в системе, то, что хозсубъекты, к примеру, возьмем Якутопторг, они обрабатывают эту заявку и получают уже электронно данные. Внутри системы сразу идет же согласование между участниками, и потом вся эта заявка продуктов, продовольственных товаров и нефтепродуктов переходит в план, республиканский план, уже утвержденный, и после этого уже начинается обработка всего этого процесса. Сейчас на данный момент у нас идет тестовый период навигации. Навигация, то есть суда. Первый тур с Усть-Кута будут ехать до Ленска нефтепродукты. Вот это будем сейчас на данный момент отслеживать. Мгм. А вообще, какие возможности дает эта система? Что она в себя включает? Она в себе включает, скажем, ну, во-первых, это полный мониторинг всего северного завоза. Будут видны все суда, все автомобильные, авиа и ЖД перевозки по всей республике. Все точки координат будут указываться на карте, все их передвижения, откуда-то куда идут, и определенно статусы. Если вдруг какие-то чрезвычайные ситуации произойдут возле суден, либо же судно застрянет на мел, это все уже будет мониториться, и оперативно будут уже приниматься какие-то меры, чтобы быстро помочь, либо же отгрузить нефтепродукты и так далее. Мгм. А позволит ли данная система сократить, может быть, сроки доставки грузов и увеличить регулярность вообще, в принципе, Вот. завоза? Да, вот по прогнозам, получается, сокращений мы ожидаем в районе 20-30% от нынешней ситуации без системы. Как будто 20-30% мало звучит, но на самом деле это, грубо говоря, 2-3 дня будет от всей перевозки. Это ощутимая разница будет, то, что грузы будут доставляться раньше, в срок, а давно без системы просто по телефону всегда все узнавали, где находится судно, и доехало ли оно и так далее. А сейчас с помощью мониторинга будут все уже сразу видеть, где находится судно онлайн. Также в разработке сейчас находятся вот именно GPS-навигаторы суден. Называется федеральная система КИС моря, где отдает данные по GPS всех суден по России. И мы хотим именно часть по республике мониторить именно определенно в нашей системе «Северный завоз». То, что упростит решение проблем для специалистов, ну, раза 3. Ну, увеличить скорость отслеживания суден. Ну, будет очень хорошо, если это скажется на цене доставки, конечно же, да. Ну, смотрите, а в чем основные трудности, может быть, да, в создании таких продуктов, таких программ? Ну, самое главное, это всегда идет от идеи. Идея — это очень важная вещь. После идеи уже нужна концепция, как его правильно сформулировать, как его правильно построить. И нужно провести аналитику. Вообще, нужна ли эта система для кого-то? И будут ли, самый главный вопрос, будут ли пользоваться специалисты, пользователи этой программой? Если никто не будет пользоваться этой программой, то его и не нужно делать на самом-то деле. Просто так делать систему, которым никто не будет пользоваться, это просто трата денег.
То есть можно сказать, что большое время занимает именно подготовка, то есть Да. сама разработка проекта, самой идеи, концепции. Да, Наверное, это самое основное в первую очередь. в первую очередь это самое основное, да. Ну вот в ваши разработки входит в перечень проектов штаба цифровой трансформации Якутии. Вот расскажите, как вы взаимодействуете с органами власти и насколько эффективна эта совместная работа? Ну, конечно, это очень эффективно. Если мы разработкой занимались мы сами, без Министерства инноваций и штаба цифровой трансформации, то это бы было очень долго. Во-первых, вот ранее мы сказали то, что нужно провести всю эту аналитику, собрать данные. В этой части очень сильно помогают. Министерство инноваций дает право выйти на заказчиков функциональных сразу же. Оперштаб помогает связаться с ними, ну, как связующее звено, то, что мы с ними тесно контактируем и получаем достоверную информацию, как его правильно сделать, этот продукт. Без этой информации система бы не работала так тщательно, как работает сейчас на данный момент. Потому что специалисты лучше всего знают, как должна работать механизм этой системы. Ну, плюс могут помочь с помещением, наверное, да, например, для группы программистов, которые будут работать. Ну, получается, ну, наши ребята все работают удаленно. В этом плане проще. Да, в этом плане проще. Ага. Ну, я как руководитель проектов, да, прихожу, общаюсь со всеми. Основные задачи ставлю я, поэтому в штабе собрания проводить это очень хорошо. Все собираются, и там уже определяем какие-то нюансы, какие-то доработки нужно сделать, и где-то что-то, если не работает, то оперативно это делать на совещаниях удобнее. Ну вот мониторинг лесных пожаров, Северный завоз, это два ваших, наверное, основных проекта. Может, раскроете секрет, что-то разрабатываете в будущем, для будущего? Ну, еще сейчас у нас в работе идет план ИЧС, планирование по ликвидации ИЧС. Делаем большую систему тоже. Это в будущем должны будет мониторить паводки, синхронизироваться с Сильваном лесные пожары, где будем сразу показывать какие-то обрушения, землетрясения, паводки и так далее. Все будет мониториться в этой системе. Там оперативный мониторинг тоже будет, где госкомобеспечения будут уже непосредственно с ЕДДС и с муниципальными образованиями республики работать в этой системе. Сейчас идет работа в части заполнения справочных данных, то есть отрисовка слоев в регионах, где какие опасные объекты стоят у них на территории. Ну, конечно же, это специалисты лучше всего знают, нежели чем мы, сидя тут, будем видеть, где у них все расположено. И поэтому у нас сейчас на данный момент идет плотная работа с ними. Вчера, кстати, была встреча по этому поводу с муниципальными образованиями. Ну и работа идет вплотную, можно сказать. Ну что ж, Гаврил Анатольевич, очень хорошие идеи, они уж точно помогут нашим различным органам, да, которые следят за обстановкой, с пожарами, за перевозками. Поэтому желаем успеха в реализации всех этих проектов, конечно же, масштабирования на Россию, может быть, даже и не только на Россию. Конечно же, успешной реализации. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.